В день рождения основоположника абхазской литературы Дмитрия Гулия были возложены цветы к его памятнику в Сухуми. Почтить память народного поэта пришли исполняющие обязанности президента Виталий Габния, представители правительства, творческой интеллигенции, общественность, школьники. Затем мероприятие продолжилось в Доме-музее Дмитрия Гулия. Собравшиеся на творческом вечере рассказали о выдающемся вкладе поэта в литературу, читали стихи, отрывки из его произведений, делились воспоминаниями современников Дмитрия Гулия. То, что день рождения патриарха абхазской литературы совпал с Международным днем родного языка, весьма символично, отмечалось на встрече. Он прекрасно знал, что если нет письменности, то нет ни государства, ни народа. Мы могли бы исчезнуть. Несмотря на то, что было сложное время, но тем не менее он создает письменность на свои средства. Он ходит по абхазским селам, собирает фольклор. Не имея высшего исторического образования, он начинает писать историю Абхазии. Он начинает изучать абхазский язык изнутри. Он начинает абхазскую этнографию. Дмитрию Гулия принадлежат труды по языку, истории, этнографии абхазов, хрестоматии и учебники. Впервые на абхазский язык Гулия перевел Евангелие, христианские молитвы. Также он организовал и возглавил первую абхазскую театральную труппу. Был основателем и редактором первой газеты «Апсны». Директор Дома-музея Светлана Корсая с удовлетворением отметила, что в эти дни у них бывает много людей. Празднование дня рождения Дмитрия Иосифовича Гулия начинается еще за несколько дней до этого дня, до 21 февраля. Потому что когда начинается февраль, у нас как пробуждение, потому что тут же начинаются у нас экскурсии. И вот это уже стало традицией. При жизни Дмитрия Иосифовича Гулия сюда приходили в его день рождения все писатели, приходили друзья, приходили гости. А гости здесь бывали всегда, и в день рождения, и в обычные дни тоже. Посетить дом поэта может каждый желающий. Чаще всего здесь бывают учащиеся различных школ. Каждый из них хорошо знает, кто такой Дмитрий Гулия. Творчество поэта изучается в школе с самых младших классов. Как отмечалось на вечере памяти, какую бы область нашей духовной жизни мы не затронули, повсюду соприкасаемся с гениальной личностью Дмитрия Гулия. Он был многогранным человеком, вложившим много труда в возрождение нашей культуры. Цария Смыр, Саида Гухава, Абхазское телевидение.